Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как женщина, переходя дорогу по пешеходному переходу, попала под колеса автобуса. Это рассказать нельзя. Стало неожиданностью. Так же ехали, вот она затормозила, я въехал. В столкновении двух иномарок пострадал ребенок. И как пенсионер от большой любви может лишиться квартиры? Вошла в доверие, убедила его, что она его любит. Это не только прямо сейчас. Женщина попала под колеса автобуса на пешеходном переходе. Момент наезда пассажирского транспорта на человека в Нижнекамске попал в объектив видеорегистратора соседней машины. Избежать происшествия водитель не смог, хотя пытался тормозить и уйти с траектории движения женщины. Говорит, за 30 лет за рулем не было ничего подобного и предположить не мог, что может попасть в такое происшествие. Алина Бережная посмотрела кадры с регистратора и пообщалась с водителем автобуса. В 8 часов утра дорога у автовокзала. Привычное движение машин прерывается в считанные секунды. Женщина ступает на зебру пешеходного перехода и попадает под колеса автобуса. Происшествие попало в объектив видеорегистратора соседнего автомобиля. Водитель ударил по тормозам, пытался уйти в сторону, но избежать наезда не смог. Вахтовый пас после рейса возвращался на базу. За рулем был 52-летний мужчина, водительский стаж 30 лет. Признается в такой ситуации впервые и трудно подобрать слова. Это рассказать нельзя. Переживаете? Естественно. Женщину срочно госпитализировали. Сейчас она с тяжелыми травмами находится в реанимации. Чтобы установить точную картину данного дорожно-транспортного происшествия, будет включаться камера с видеорегистратора, после чего будет установлено, кто в данном дорожно-транспортном происшествии виновен. По словам водителя, женщина слишком резко выбежала на дорогу, к тому же не смотрела по сторонам. Готов он к этому не был. Но ответственности это с него, говорят сотрудники автоинспекции, не снимает. Водитель был обязан снизить скорость, приближаясь к пешеходному переходу. Алина Бережная, Вадим Струминский, Евгений Лызаев. Вызов 112. Не ожидал появления трамвая. На улице Декабристов столкнулись Citroën и Ford. Авария произошла на трамвайных путях, в результате чего образовался затор. Вагоны не могли проехать, пока происшествие не оформят сотрудники автоинспекции. Уехать и составить все документы в ближайшем отделе водители не могли. В результате аварии пострадал ребенок, который был в одной из машин. Лина Зинатуллина продолжит. Так же ехали, вот она затормозила, я въехал, все. Водитель французской иномарки рассказал, как все было. Ехал за Фордом, пока автоледи неожиданно для него не остановилась. В чем была причина остановки, стало ясно сразу. Из-за поворота появился трамвай, и по правилам дорожного движения водитель обязан его пропустить. Что и сделал водитель Форда. Такого поворота событий хозяин Citroёна никак не ожидал. Я, если честно, не могу сказать, сколько у него скорость была, но у меня километров 40, наверное, было. Я смотрю, едет трамвай, я останавливаюсь, и как бы вот авария произошла. В результате удара у Citroёна повреждена передняя часть. Форду досталось меньше. А вот без пострадавших не обошлось. В момент удара в Форде находился ребенок. На головные боли жалуется пока. А, его забрали, что ли? Поедем сейчас до РКБ. Учитывая, что столкновение произошло на трамвайных путях, движение вагонов было парализовано. Не исключено, что виновнику аварии придется оплачивать простой общественного транспорта. Лена Зинатуллина, Айрат Назипов, Александр Лобанов. Вызов 112. Накануне вечером на пересечении Профсоюзной и Правобулачной улиц столкнулись Hyundai Solaris и «Газель». Грузовик спускался с Профсоюзной и не уступил дорогу легковому авто. В результате Hyundai въехал в кузов «Газели». От комментариев участники аварии отказались и остались дожидаться сотрудников автоинспекции для оформления ДТП. 28 человек были эвакуированы из горящей жилой пятиэтажки по улице Карима Тинчурина. Пожар произошел этой ночью в квартире второго этажа. На момент прибытия огнеборцев из окон валил густой дым, а люди с верхних этажей просили о помощи. Дым заполонил весь подъезд, спасателям пришлось эвакуировать жильцов. В течение 5 минут спасатели справились с пламенем. Хозяин сгоревшей квартиры выбрался самостоятельно. Мужчину в невменяемом состоянии доставили в машину полицейских. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная причина пожара – поджог. Соблазнила, обманом на себе женила. И все ради квадратных метров, уверены родственники 70-летнего пенсионера, который сейчас представляет его интересы в суде. Они подали иск против его второй жены, требуя отказаться от материальных претензий, не веря в искренность ее чувств и развода сразу после того, как она официально стала владелицей половины всего имущества пенсионера. Рамиль Шайдуллин вник в финансовые тонкости отдельно взятой семьи. В суд ни один из бывших супругов не явился. Их интересы защищают родственники и адвокаты. Эта история началась 5 лет назад. Тогда 70-летний вдовец встретил новую любовь, свою ровесницу. В 2012 году с ним познакомилась жительница
Удмуртской республики Богина Зинаида Александровна. Вошла в доверие, убедила его, что она его любит, вселилась в эту квартиру, прописалась. Как в суде сообщили родственники пенсионера, возлюбленную он сразу же прописал в свою трехкомнатную квартиру, а спустя 3 месяца женился. Сразу же после свадьбы женщина убедила новоиспеченного мужа продать его жилье и купить новое. Так и сделали. Супруги в момент совершения сделки находились в законном браке. Так что квартира, купленная на деньги с продажи жилья деда, стала совместно нажитым имуществом. После того, как она стала собственником половины квартиры, она уже его оставила и уехала обратно в 2012 же году в деревню, в Удмуртскую республику. О том, что отец продал квартиру, дети узнали уже после заключения сделки. Открыли ему глаза на другую сторону этого брака, возможные мотивы второй жены, и стали бороться за его имущество. Сторона ответчика говорит, что либо отказалась, независимая экспертиза признала пенсионера недееспособным. Так что брак не может считаться действительным. Все документы, подтверждающие это, переданы в суд. От его решения и будет зависеть, кому же на самом деле принадлежит квартира. Рамиль Шайдуллин, Эльвира Софиуллина, Максим Липин. Вызов 112. Освежили память перед ледоставом. Сегодня сотрудники МЧС отрабатывали методы спасения людей на замерзшей воде. Заодно показали, как стоит вести себя рыбакам на отколовшейся льдине и чего необходимо брать с собой в дорогу, помимо рыболовных снастей. На уроках выживания побывал Айрат Назипов. На сегодняшнем занятии мы просто хотели показать, что у нас есть такие навигаторы, чтобы практически люди умели им пользоваться. Перед тем, как идти на воду, спасатели вспоминают необходимые правила на теоретических занятиях. Это работа с гаджетами и оказание доврачебной помощи пострадавшему. Спустя минуты от слов переходят к делу. Одни откололись на импровизированной льдине, другие их вызволяют. Сотрудники МЧС не только отрабатывают варианты спасения, но и демонстрируют, как стоит вести себя при этом рыбакам. Главное не паниковать, а еще заранее запастись 15-метровой веревкой, острыми предметами и средством связи. Перед выходом на лед спасатели рекомендуют в обязательном порядке взять с собой заряженный телефон и портативное зарядное устройство. А чтобы повысить свои шансы на спасение, стоит установить на свой телефон приложение для определения своего местонахождения. Уроки выживания проходят не в первый раз. Такая ежегодная практика позволяет сохранить сотни жизней, но спасти всех до единого невозможно. За последние 3 года у нас, к сожалению, погибло в результате провала подлета 19 человек, в результате провала техники 5 человек, в том числе 1 ребенок. И также спасено 235 человек. Из них 197 человек – это непосредственно люди, которые оказались на оторвавшейся льдине. Поэтому эти навыки обязательно необходимо отрабатывать, и эта работа сегодня была проведена. А чтобы не уйти под воду, рыбакам не стоит выходить на лед, толщина которого меньше 7 сантиметров. Тем, кто это игнорирует, грозит денежный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.